7 июля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,57 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 10,76 сомони за 1 евро. Средний курс продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,65 до 10,80 сомоней, 1 евро от 10,90 до 11,10 сомоней, 1 российский рубль от 0,1655 до 0,1675 сомоней. Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне волнения о нехватке сырья на рынке. Нефть марки Brent находится на уровне $100,83, марки WTI на уровне $98,69 за баррель. Цена на золото в четверг утром закрепилась выше $1740 за тройскую унцию после 2 дней падения из-за удорожания доллара, связанного с рисками рецессии и ожиданиями повышения ставок. Евросоюз станет главным инвестором строительства Рагунской гидроэлектростанции в Таджикистане, чтобы снизить зависимость Центральной Азии от российских энергоносителей. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на европейских чиновников. Европейский инвестиционный банк до сих пор не финансировал постройку ГЭС, которую ведет итальянская строительная компания Вебулит, однако ранее на этой неделе Еврокомиссия попросила банк стать крупнейшим инвестором проекта, сообщил агентство представитель кредитной организации. Представитель EIB заявил, что банк рассматривает возможность совместных инвестиций с Еврокомиссией, которая контролирует бюджет ЕС и также может привлекать деньги на рынках. Высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил, что блок готов рассматривать финансирование проекта. Представитель EIB не стал отвечать на вопросы о размере и причине будущих инвестиций. Европейский чиновник, который отказался назвать свое имя, отметил, что ЕС хочет стать главным инвестором ГЭС, чтобы сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергетики. ЕС хочет добиться энергетической независимости Центральной Азии от России, подчеркнул он. Ожидается, что после завершения проекта плотина Рагунской ГЭС высотой 335 метров станет самой высокой в мире, пишет агентство. Окончательное решение об инвестициях и строительстве станции может быть принято к 4 кварталу 2022 года, отметил чиновник ЕС. Правительство Таджикистана отказалось от комментариев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг поручил правительству диверсифицировать маршруты поставок нефти. Российский суд предписал приостановить работу Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней из-за экологических нарушений, связанных с разливом нефти. Приостановка работы КТК усугубит дефицит предложения на рынке нефти, который переживает один из самых сложных периодов с момента эмбарго на арабскую нефть в 1970-х годах. Через КТК поставляется примерно 1% мирового предложения нефти. Власти Казахстана пытаются найти баланс в отношениях с Россией, Западом и Китаем. Президент Токаев распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море, что позволит поставлять нефть из Казахстана в Европу в обход территории России. Российский ритейлер МВидео Эльдорадо заключил эксклюзивный договор на поставку в Россию бытовой техники узбекского производителя Артель. Об этом сообщает Коммерсант. Ожидается, что первыми в продажу в течение июля-августа поступят холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры, в основном из среднего ценового диапазона. К концу года планируется расширить ассортимент до 100 наименований в 16 товарных категориях. По словам коммерческого директора крупного интернет-магазина бытовой техники холодильник.ру Алексея Погудалова, Артель развивает ОЭМ производства. По его оценкам, узбекский производитель может занять от 3 до 5% рынка бытовой техники Российской Федерации в течение 2 лет при правильно выбранной стратегии. Литовские власти откажутся создавать на своей территории зеленые коридоры для транзита санкционных российских грузов в Калининград, несмотря на предложение Еврокомиссии. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайгерета, пишет ТАСС. По словам чиновника, все решения Вильнюса относительно ограничения перевозок были продиктованы общеевропейскими санкциями. Она также отвергла идею о переговорах с Москвой на этот счет и заявила, что российские дипломаты должны решать этот вопрос напрямую с руководством ЕС.